где будем только я и ты, у синей ласточки на крыльях перенесемся в мир мечты. Тот мир завьюжен и заснежен, как город в бесконечных снах. В нем проживает Белоснежка и кот в огромных сапогах. Шагнем в реальность иллюстраций к прекрасным вымыслам перо. Как будет сказка называться? Поверь, не все ли нам равно? Фу, чуть не опоздал. О, здравствуй, месяц, брат Январь. Ну, для тебя я Январь Гордовевич. Заработался, наверное, совсем, да? Ну, заработался не то слово. Сейчас мне группа магистрантов такую пургу несли на экзамене. А ну и видно, весь лес завели, весь лес. Ау! Ау! Девочка? Ау! А ты откуда вышла? Что тебе здесь надо? Здравствуйте, меня Аленушка зовут. Мне нужно собрать вот эту корзину подснежников. Слышь, подснежников! Девочка, я, конечно, все понимаю. Январь, месяц холодный. Ну, прости меня, пожалуйста. Тебе что, совсем башку отморозило? Какие подснежники в январе? Еще придумала? Не я придумала, а прислала меня сюда моя мачеха. И не велела без цветов домой возвращаться. Видишь, чего захотела? Подснежников. Может, тебе еще пятерку автомата поставить? Не нужна мне ваша пятерка. Можешь даже не пытаться плакать. У Января Козловича таких, как ты знаешь, сколько? Целый институт. Погоди. Он слезам не верит. Ну погоди ты,
брать месяц. Аленушка, а что же ты делать будешь, если подснежников-то не наберешь, а? В лесу останусь. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без цветов вернуться. Да раньше брата моего марта месяца подснежники не выглянут. Да и захочет он с тобой такой красотой делиться, неизвестно. Девушка, а? Девушка. А вашей мачехе зять не нужен, а? Они и подснежники будут. Братец Январь, слушай, одолжи мне свое место на часочек. Уж очень мне понравилась эта девушка. Вась, не месяц май на дворе, замерзнуть что. Ну где же это видно, чтоб март ранее февраля приходил? Не бывает такому. Да ладно тебе, братец Январь, уступи. Я так и быть, спорить не стану. Все мы эту девочку хорошо знаем, верно, братцы? Верно. Каждую зиму ее видим то у проруби с ведрами, То в лесу с вязанкой ведров. Всем месяцем она своя. Надо ей помочь. Да и у братца марта месяца такая возможность девушке понравится, грех не помочь, серьезно, ребят, согласитесь? Ну, хорошо, будь по-вашему. Не трещите морозы в заповедном бару, у сосны, у березы не грызите кору. Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи. Открывались, распускались кошки весны. Песня печаль, дальняя даль, лица людей простые, вера моя, совесть моя.
Песня моя, Россия, время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей бурки. Русский вальс, трепетный круг, солнце вьюг, милый друг, вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Жизнь моя, Русь, горе и грусть, звезды твои святые. Издалека я возвращусь песней твоей, Россия. Все позабыв и не скорбя, можно прожить вдали. Но без тебя нет у меня любви. Русский вальс, трепетный круг, солнце и вьюг, милый друг, вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Вешних лугов, праведных слов буду беречь ростки я. Вера моя, удаль моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей бурги. Приятно познакомиться, Март. Очень приятно. О, ну ты, брат, даешь! Такая девушка в нашем-то лесу. И вот эта вот тема с подснежничками, ловко ты замутил, да? Но вот знаешь, у меня такой к тебе вопрос есть. Без своих подснежников ты вообще кто? Ну как кто? Начало весны. Мартовский кот, любимец девушек и женщин, миллионер и просто филантроп. Ой, мальчики, с вами так хорошо. Я почти полную корзину цветов собрала. Милочка, не благодари нас. Твоим присутствием в нашем лесу все подснежнички расцвели. Кстати, не только они. Взгляни на моего братца. Из тебя бы вышла прекрасная невестка. Тоже мне невестка надо. Неужто сестрица моя ревнует? Ой, а ты и есть май месяц? Ну, допустим. Как я люблю майский ветерок, когда можно гулять в лесу в красивых платьицах, как у тебя.
различным мусором. Ну что ты, мы не такие, мы не мусорим в лесу. Да? А откуда тогда в моем платье полиэтиленовые мешки? Я, конечно, понимаю, что некоторые звезды, например, Леди Гага, ходят в платье из мяса. Но я на такой хэндмейд не соглашаюсь. Сестрица, я, конечно, понимаю, но есть бессовестные люди, есть. Но наши-то не из их числа. И вообще, давно бы пора привыкнуть, что в нашем лесу происходит. Не буду я привыкать. Я буду сильной, буду бороться. Мы народ стойкий и независимый. Ведь именно в мае один из самых великих праздников. Аленушка, пойдемте, подснежников пособираем. Pogledam u tebe i sve mi miriše na kraj. Led svojih hladnih ruku na koži osjećam. Nije mi žao, ja u sebi ponavljam. Zastava bela, slabošno osjećam. Ne znam, ne mogu više ni da se pretvaram. Iz obraze kapi odlaze. Ne gledaj me, dragocloni, još me boli. Ne želim mir, ne želim nadu. Bez tebe ni srećan kraj, ni sveto zlato. Bez tebe neće
боях за свободу и независимость нашей Родины. Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Спасибо вам, братцы месяцы. Без вас бы я совсем пропала. Пойду я мачеху обрадую. Как пойдешь? А как же я? А как же мы? Да и куда же ты теперь пойдешь? Как куда? Домой? Нет, раз пошла такая пляска, раз месяца пошли один за другим, пока все не пройдут, из леса ты, милочка, не выберешься. Давайте уже быстрее, сейчас эти двое придут. Прощай, Аленушка, но знай, мы с тобой обязательно увидимся. Что же мне теперь делать? Что же теперь будет? Так, лошадки работают, что там у нас дальше по списку? Сейчас, братец. Так, бои подушками. Бои подушками. Ну, бои подушками. А я вас знаю. Вы эти... Как-то мы... Да чего тут знать-то, а? Ну на лице же написано. Июнь, июль. Братцы, родники, помогите мне домой попасть. Мне срочно нужно к мачехе. Нет, обижаешь. Оставайся. Не переживай. С нами не пропадешь. Мы ведь такой праздник готовили. Мы же не зря старались. Действительно. Ну что, Аленушка, пойдем? Пойдем. Сейчас, братец, без меня не уходи. Не уходим. Аленушка, вон туда идешь. Пошли. Все, готов.
Где? Так это же гриб. Не, брат, это не просто гриб. Это мухомор. А он не ядовитый? Не ядовитый, но приставучий. Сами вы приставучие. Ты чего это, братец, февраль вдруг в летние месяца подался, а? Как это чего? Вы не сказали, что ли? Что? Летом-то какой самый главный праздник, ты не знаешь? Нет. Ивана Купала. Девочки красивые в лес набегут. Будут гадать. Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный. А тут и я. Алеша, не обращай внимания, сама понимаешь, февраль месяц короткий, комплекс неполноценности. Смейтесь, смейтесь, посмотрим. Пойдем, мы тебя еще угостим. Посмотрим, кто в конце лета из нас с девушкой останется. Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный. Суженый, ряженый. К сварке пришли?
Хватит сентябрь. Все, мы удаляемся. Давай я тебе помогу. Эх ты. Большое спасибо. Это очень любезно с вашей стороны, учитывая тот факт, что я тороплюсь, это будет кстати. А куда ты торопишься? Да, невежество тут и там. Если вы не знали, что вас, кстати, не красит. Сегодня 1 сентября. 1 сентября. И я, что является естественным, тороплюсь в школу. А вы не взрословаты для школьника? Что? Ужас! Учиться никогда не поздно. Вы знаете, какое это наслаждение учить, читать, зубрить, а шелест страниц учебника. Так сказать, грызть гранит науки? Значит, не все так плохо. И вообще, 1 сентября – это всемирный праздник. И в каждой стране он может выглядеть по-разному. Звонок! Бежим скорее! На линейку нельзя опаздывать!
ничего. Как завещал нам дедушка Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Чем, дедушка? Для нас он всех дедушка. А ты тоже один из месяцев, да? Месяц? А что есть месяц? Это всего лишь 31 день, 746 часов, 44 640 секунд. Без тебя. Так я не понял, а где дождь? Дождь. А я люблю дождь. Он помогает мне прятать мои слезы. Октябрь, а почему ты такой грустный? Аленушка, можешь не спрашивать. Он у нас всегда такой. Грустный, сопливый, расклеенный. Одним словом, меланхолик. Чего это сразу меланхолик? Просто я натура тонкая, ранимая. О, кажется, начинается. Что начинается? Ну как? Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Пойдем, иначе мы сейчас с тобой под такой ливень попадем. He deals the cards as a meditation, and those who plays never suspect. He doesn't play for a money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, a hidden law of a probable outcome. The numbers lead dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for the stars, but that's not the shape of mine. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand, while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for the stars, but that's not the shape of mine. That's not the shape of mine. And if I told you that I loved you, you'd maybe think that something wrong. Not a man of too many faces, the mask I wear is one. Well, those who speak know nothing and find out to their cost, like
those who cursed in luck in too many places, and those who fear loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the gloves are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of mine. That's not the shape of mine. That's not the shape of mine. Давненько в лесу нашем дождя такого не было, тут и устроил октябрь. Ой, замерз. Промокс. Ой, бедненький, совсем замерз, ты не заболел? Заболел. Ну ладно, что поделать? Мне не привыкать, я кто это? Я ноябрь. Так, февраль. Короче, Да куда еще короче-то? Я и так февраль, но мне всего 28 дней из 365. Куда короче? Братец, потерпи. Немножко осталось. А то, что ты не такой, как все, ну, я имею в виду маленький, ты это, не переживай, это пустяки. Ой, что это? Что происходит? Аленушка, это наш лес собираются вырубать. Будет вместо него трасса проходить. Да как так-то? В сказках такого не бывает. В сказках нет, а в жизни еще как. Побежали, а то еще и нас зарубят.
Что же делать-то? Как мне теперь домой попасть? Теперь уже никак не нужен больше людям наш лес. Не жалеет природу. Теперь ни грибов не видать, ни ягод. Не распустится больше подснежников. То есть последние подснежники и те я сорвала. Ну что, братцы, пойдемте, скоро и нас не будет. Братцы, стойте, миленькие! Может, можно еще что-то сделать? Да кому наш лес теперь нужен? Кругом грязь, мусор, свалка, а не лес. Ну, родненькие, а если мы на субботники выйдем все вместе? Да кому это надо? Все заняты, у всех дела. Нам это надо! Добрых людей много! Я знаю, я верю. Эх, Аленушка, какая же ты еще маленькая, наивная, как ребенок. Ребенок с радостью погружается в воображаемый, нереальный мир. Но нереальным и воображаемым этот мир кажется только нам, взрослым. Мы все-то куда-то бежим, торопимся. И в этой суете будних дней мы не замечаем или не хотим замечать того, во что превратили мир вокруг нас. Человек есть частица мира, частица природы. И от того, насколько сильно он пытается ее сберечь и помочь, природа становится ближе к нему, ближе к каждому из нас. Как все-таки хорошо, Аленушка, что есть такие душевные люди, как ты. Когда есть такие добрые люди, люди, в сердцах которых живет добро, Сказка будет жить вечно, а в сказках всегда счастливый конец. Зима
Ну что ж, дорогие друзья, в этот год студенческой весне исполняется 25 лет. А для нас тут весна – это прежде всего дружба. Когда друзья могут прийти тебе на помощь и поддержать. Ведь вместе мы гораздо сильнее. Вместе мы делаем наш вуз лучше. Ну что ж, дорогие друзья, давайте все поаплодируем. А сейчас на эту сцену я бы хотел позвать директора физико-технического института Роберта Азгадовича. Дорогие студенты, родители, болельщики, уважаемые преподаватели, сотрудники нашего института, давайте сейчас еще раз поаплодируем нашим артистам, нашим звездам. Пожелаем им высоких достижений, творческих успехов и так далее. Ну, я что хочу сказать. Действительно, вот сегодня они разыграли месяцы года. Действительно, они в течение года готовились к этому событию. Это весна, студенческая весна, очень трудоемкая и очень, я бы сказал, финансово емкое мероприятие. Но вот они в течение года практически тренировались, репетировали, шили костюмы и так далее, и так далее. И вот сегодня они вынесли на ваш суд, на наш суд вот свое произведение. Ну, поскольку я уже сказал, что это такое финансово емкое мероприятие, естественно, не обошлось без наших спонсоров. И я хотел бы поблагодарить сегодня с этой сцены наших спонсоров. Когда мы обратились с просьбой предоставить вот этот прекрасный зал, министр культуры Шафикова Амина Евгеньевна у нас с удовольствием согласилась предоставить этот зал. И директор этой филармонии, народный артист Республики Башкортостан Зайдуллин, тоже пошел нам навстречу и предоставил вот этот прекрасный зал, где наши студенты смогли подготовиться и выступить. Ну, вы понимаете, что просто так они представить не смогли, льготные условия, но тем не менее, вот наши спонсоры в лице генерального директора акционерного общества «Башни Геофизика» Адиева Рустама Явдатовича, они оплатили вот это, аренду вот этого зала, и мы смогли вот здесь подготовить вот это выступление. Посильную помощь в организации вот этого мероприятия, естественно, оказывали и руководство университета, студенческий правком, ОСО, и особенно мы чувствовали поддержку, постоянное внимание к этому мероприятию, управление по воспитательной работе во главе нашей Венеры Нажиповны Муратовой. Давайте благодарим управление. Ну, мы сейчас чувствуем ее такую жесткую, направляющую роль в этом мероприятии. За это мы благодарны. И самое главное, вот в постановке вот этого мероприятия нам оказывали помощь и сотрудники вот этой филармонии, госфилармонии. В частности, я хочу особо подчеркнуть и сказать большое спасибо девушке, которая поставила вот это, оказывала помощь в постановке вот этого мероприятия. Это у нас Екатерина Александровна постоянно помогает она, и в этом году тоже пошла на встречу. Но, естественно, самое главное, движущая сила — это наши студенты, вот эти талантливые наши студенты. Я, в частности, всегда знал, подозревал, что они способные, талантливые, но не думал, что настолько, что вот действительно вот становится это мероприятие уже выступление на профессиональном уровне. Я думаю, что наших студентов, которые в этом году будут заканчивать наши проблемы, не будет с трудоустройством,
В худшем случае они филармонию их возьмут, точно. И поскольку любой организм живой, он, естественно, обновляется, товарищи. У нас многие наши звезды, уже состоявшиеся артисты в этом году заканчивают учебу, они уходят, на смену приходит молодежь. Я думаю, что вот эта традиция, она у нас в институте всегда будет сохраняться. И у нас есть такой обычай. Мы вручаем почетные грамоты нашим, уже будем говорить, ветеранам, которые уходят от нас. И будем надеяться, что придут на замену молодежь. Я с удовольствием хочу сейчас вручить вот такие почетные грамоты. Почетной грамотой награждается Кутушева Айзеля за активное участие в общественной жизни физико-технического института. Такой же почетной грамотой награждается Шаяхметов Нияз. Почетная грамота награждается Идрисова Гульнас за активное участие. Почетной грамотой награждается Камалеев Максим. Февраль. Месяц февраль. Друзья, я хочу сказать одну только фразу. Это моя 4-я студ «Весна», и я хочу ее закончить словами знаменитого классика. Если бы у меня была 2-я жизнь, я бы провел ее здесь, на физтехе. Почетная грамота награждается Абубакирова Зилия за активное участие. Почетной грамотой награждается Шамсуддинов Тимур. Почетной грамотой награждается Баймухамедова Зинира. Почетной грамотой награждается Шаиров Рушан. Почетной грамотой награждается Зайнетдинова Алена. Почетной грамотой награждается Бадриддинов Булат. Почетной грамотой награждается Листов Сергей за спортивное достижение. Где? Почетной грамотой награждается Фатхуддинов Динар. Почетной грамотой награждается Билалов Игдар за спортивное достижение. Под его руководством наша команда волейболистов заняла 2-е место среди 15 подразделений Бартовского университета. Почетной грамотой награждается Хасанов Рустам за спортивное достижение. Почетной грамотой награждается Саяп Артур за спортивное достижение. Саяп. Давайте еще раз похлопаем
нашим артистам. Уважаемые коллеги, завершается вот этот марафон выступлений структурных подразделений университета. Физики заканчивают, ставят последнюю точку. И вы знаете, что 7-го будет уже университетские выступления. Я что хочу сказать. После того, как студенты физико-технического института выступают на студенческой весне, на следующий день уже наступает настоящая календарная весна. Так что давайте поаплодируем. Но жюри сейчас будет оценивать выступление. Но какую бы оценку ни поставили, но мы знаем, что физтех чемпион, да? Физтех? Чемпион! Физтех? Чемпион! Физтех? Чемпион! Молодцы!